Итак, уважаемые друзья, сегодня у нас Cienījamie draugi, šodien второе воскресенье. mums ir otrā svētdiena. И, как всегда, это Un kā финансовая vienmēr, река, tā ir finansu upe, где мы говорим о деньгах как kad mēs таковых, runājam par naudu. кем являются финансы или чем являются финансы для нас. Kas priekš mums ir finanses? В одних судьбах Vienos likteņos деньги – это Nauda. господа, tā ir kungs, которые диктуют человеку, что делать, что kas не diktē делать. cilvēkam, ko darīt vai nedarīt. В других судьбах Citos деньги – likteņos это послушные слуги, nauda ir paklausīgs которым kalps, человек приказывает, что делать, kam а что cilvēks не pavēl, делать. ko darīt un ko nedarīt. Поэтому Tāpēc во время вторых служений, otrajos dievkalpojumos, служение второго воскресенья, otras всегда svētdienas говорим dievkalpojumos, mēs vienmēr о нашем runājam отношении par mūsu attieksmi. к этим финансовым потокам. Pret Дай šiem Бог, чтобы finanšu они не plūsmām. пересохли, Un dod Dievs, lai tās neizžūtu. чтобы потоки не превратились в Lai ручейки. šīs traumas nekļūtu par Вот за 35 strautiņiem. лет иногда такое бывает Par ощущение, 35 kādreiz ir bijis что tāda реки sajūta, пересыхают. ka upes И izžūst, вдруг неожиданно гроза pēkšņi ir и negaiss проливной дождь. un lietusgāze. Одни источники закрываются, Vieni а avoti вторые izsīkst, источники bet открываются. citi avoti atveras. И вот за эти годы Un pa šiem gadiem Господь еще никогда tas kungs нас nekad не посрамил. mūs nav apkaunojis. Никогда еще нас Nekad не опозорил. nav apkaunojis. Как бы люди не ожидали, Lai kā cilvēki ну как они gaidītu, покроют расходы. kā Или viņi не покроют nosaks расходы. izdevumus vai А у nenosaks нас одно izdevumus. обетование. Bet mums ir viena paļaušanās. В Библии говорится, Bībelē ir teikts, сам Бог говорит, pats Dievs saka, не Трамп, ne Trumps, не Розенкрейцер, ne Rozenkreicers, не Шольцы, ne не Šolts Макроны, vai Makrons, не Макароны. arī ne Makaroni. А Господь говорит, Bet tas kungs saka, мое золото mans ir zelts и мое un серебро. man pieder И мы sudrabs. должны знать, Un mums ir jāzina, кому принадлежат kam pieder финансовые ресурсы на этой finanšu земле. resursi uz šīs zemes. Что бы ни говорили Lai люди, ko arī teiktu cilvēki, последнее слово pēdējais vārds за нашим Господом. pieder tam kungam. Он Viņš благословляет нас, svētī mūs, и тот, кто ему служит, un tas, kurš viņam kalpo, он защищен ir pasargāts от всякого кризиса, no jebkādas он krīzes. защищен Viņš ir от всякого pasargāts падения. no jebkādas kritiena. Псалмопевец пишет, Psalmu dziedātājs saka, я был молод es biju jauns и состарился. un kļuvu vecs, И за всю свою богатейшую жизнь un pa visu savu bagāto Я еще ни разу не laiku видел es nekad neesmu redzējis праведника, taisno, стоящего с протянутой kurš рукой, stāvētu ar pastieptu roku, и его детей, un viņa bērni, просящим хлеба. ka tie prasītu Наш Бог maizi. благословляет нас не только духовно, Mūsu kungs svētī Он mūs ne tikai благословляет нас и garīgi, финансово, viņš svētī mūs arī когда finansiāli. мы Tad, kad исполняем mēs Его izpildām предназначение. viņa uzdevumus. Итак, сегодня у нас Un будет tā šodien уникальное mums послание. būs unikāla vēsts. Пожалуйста, внимание на экран. Uzmanību ekrānam. Они поклонялись и служили твари вместо Творца. Pielūdza un kalpoja radībai, А я radītāja vietā. и Bet дом es мой, un mans nams, мы будем служить Господу. mēs kalposim tam kungam. Еще раз прочитайте. Vēlreiz izlasiet. Как вы понимаете, мир Kā полярен. jūs sapratat, И pasaule ir христианское polāra. сообщество полярно. Un kristīgā sabiedrība ir polāra. Есть разные категории Ir людей. dažādas cilvēku kategorijas. Библия характеризует их по-разному. Bībele raksturo tās dažādi. Поговорим сегодня о категории Parunāsim людей, šodien par cilvēku которые kategoriju, согласились kuri piekrita поклоняться и служить твари, pielūgt un Вместо kalpot Творца. radītāja vietā. упраздняя авторитет Бога, Noniecinot Dieva autoritāti, как Творца всего kā видимого и visa невидимого, redzamā un neredzamā radītāja. они решили Viņi обожествить nolēma творение celt Dieva godā и radību поклоняться твари вместо un Творца. pielūgt radību И вопрос radītāja vietā. Un на этом jautājums фоне звучит очень uz šī конкретно. fona ir ļoti konkrēts. А мы кому Bet kam mēs будем поклоняться и служить сегодня? kalposim un ko pielūgsim šodien? За каждым из нас стоит Katram no свой mums персональный выбор. ir sava personīgā izvēle. И дай Бог,
un dod Dievs, чтобы эта вторая фраза lai šī otrā была в frāze основе нашего мировоззрения. būtu mūsu pasaules uzskatu pamatā. Итак, Un tā давайте попробуем найти практический смысл pameklēsim praktisku jēgu первой фразы. pirmai frāzei. Откуда же появилась эта извращенная концепция No kurienes ir radušies šī samaitātā koncepcija обожествления творения par Dieva godā celšanu и упразднения Творца? radībai radītāja vietā un noniecinot radītāju? Существует божественный порядок в мире. Dievišķā kārtība pasaulē. Наш Бог творец не только мира духовного, Mūsu Dievs ir radītājs ne tikai но Он garīgajai также pasaulē, творец мира и bet физического. arī fiziskās pasaules radītājs. Он сотворил не только небожителей, Viņš ir архангелов, radījis ne tikai debesu iedzīvotājus, Херувима и Серафимов. ķerubus, serafimus. Он также сотворил и нас, Viņš людей, tieši tā ir tāpat по образу и radījis подобию mūs своему. pēc sava tēla un līdzības. Творец, Radītājs хозяин мира. ir pasaules Потому что saimnieks, территория его творчества tāpēc, ka viņa radošuma – это teritorija территория его владычества. ir viņa varas Все, что teritorija. ты придумал на этой земле, является территорией Viss tas, твоей ko tu собственности esi и твоей izdomājis šajā власти. pasaulē, tā ir tava, Ну, tas ir tavs железобетонная īpašums. логика. Tā ir Поэтому, loģiska говоря об kārtība. Иисусе, говоря о нашем Боге, Un runājot par mūsu мы Dievu, как раз дублируем mēs этот dublējam тезис. šo tēzi. Господня земля Tam kungam pieder zeme, и все, что наполняет ее, un viss, kas to piepilda. является собственностью Un tas того, ir īpašums tam, кто сотворил ее. kurš to ir radījis. Это фундаментальная Tā ir божественная fundamentāla логика dievišķa loģika и правила игры, un spēles Царства noteikumi Божьего. debesu valstībā. но Bet порассуждаем. Творец, papētīsim, создавая radītājs, этот мир, radot šo pasauli, серьезно рисковал, nopietni riskēja. закладывая в естество своего творения Ieliekot savai radībai būtībā свободную волю. brīvo gribu. Современные лидеры бы, Šodienas līderi, они бы заблокировали viņi эту nobloķētu свободную волю šo brīvo gribu и превратили бы un людей pārvērstu в cilvēkus своих марионеток. par savām marionetēm. Но Бог Bet Dievs не хотел окружать себя марионетками negribēja, lai viņam apkārt būtu и marionetes управляемыми un роботами. vienkārši vadāmi roboti. Свои взаимоотношения Savas attiecības со своим творением ar savu radību он строил на основе свободного выбора viņš cēla uz brīvas и gribas осмысленного pamatiem решения. un uz pamatota lēmuma pamata. Поймите такую вещь. Saprotiet tādu lietu. Семья, взаимоотношения отца, Ģimene, attiecības, матери, starp мужа и māti, жены. vīru, sievu, Представь себе, если бы парень tēvu. подошел к женщине, Iedomājieties, ka puisis сказал, ты pie будешь sievietes, моей женой. Tu būsi Ты mana поняла sieva. или Tu нет? saprati vai nē? Была бы счастливая их Vai- судьба. Vai būtu laimīgs Да viņu совсем liktenis? нет. Или Pavisam nē. деньги предложил. Vai piedāvātu naudu? В основе Божьего творения Deb- свободный выбор. Dieva radības Потому что pamatā когда я ir сознательно brīva признаюсь griba. Богу Tad, в kad любви, es apzināti atzīstos тогда Dievam mīlestībā, мы tad равнозначно счастливые. mēs esam vienlīdz И laimīgi. я, Gan es, потому что это мой выбор, jo tas ir, tā а не ir mana чужой. izvēle. И nevis sveša. это Un viņš, делает счастливым моего Бога, un tas dara который говорит, laimīgu молодец, manu что ты Dievu, принял kas такое saka, решение. malacis, ka tu pieņēmi tādu lēmumu. Но, с другой стороны, No otras puses, предоставить свободную волю dot brīvu своему gribu творению, savai radībai, это был огромный риск. tas bija liels risks. Почему? Kāpēc? Да потому что Tāpēc, ka у творения Божьего Dieva radījumam появился выбор. radās izvēle, Выбор radās подчиняться izvēle правилам игры. pakļauties šiem Или spēles их noteikumiem нарушать. vai tos pārkāpt. Рискованный же наш Бог. А? Ir taču Рискованный же наш riskējošs Бог. А? mūsu Dievs, vai ne? И представьте себе, Un iedomājieties, предоставляя свободный выбор, dodot brīvo gribu, во-первых, небожителям, vispirms debesu он iemītniekiem, тоже рисковал. viņš arī riskēja. Написано, что Ir rakstīts, ka Господь царствует, kungs и в valda, основании его престола, un viņa правда troņa pamatā и ir суд. patiesība un tiesa. во-первых, Vispirms конституция, konstitūcija, а потом судебная un pēc tam инстанция. tiesu
И struktūra. создавая свое творение, Un radot savus он знакомил radītājus, всех viņš ангелов, iepazīstināja херувима, visus серафимов eņģeļus, с ķerubus Конституцией. ar šo Вот для чего konstitūciju. вы созданы. Redz, kāpēc Вот правила mēs игры. esam radīti un Будете ar kādu ir выполнять, spēles noteikumi. Ja jūs tos Благословение pildīsiet, гарантировано. garantētas svētības. Будете нарушать, Ja jūs tos pārkāpsiet, ну, кранты неизбежны. nu tad beigas ir И представьте себе, garantētas. Un iedomājieties, свободный выбор brīva griba сыграл злую шутку. nospēlēja ļaunu Во-первых, roku. там на небесах Vispirms tur debesīs. помазанный херувим, Svaidītais ķerubs, который ruководил министерством поклонения, kurš vadīja slavēšanas в ministriju, момент великого успеха, lielas slavas имея momentā, свободный выбор, kuram bija имея brīva свободную griba, волю, вдруг viņam bija brīva griba. Но он же un творческий viņš человек. Pēkšņi, radošs человек, cilvēks, творческая же персона, radoša вдруг persona, начал pēkšņi viņš визуализировать, sāka vizualizēt, а что если a kā būtu, ja я буду не вторым es būšu nevis после otrais Творца, pēc radītāja, а мы будем наравне bet с mēs ним. būsim vienā То līmenī ar есть viņu. идея равноправия Ideja par между līdztiesību тварью starp и Творцом radījumu un впервые radītāju появилась vispirms на radās небесах. debesīs. И он Un первый viņš pirmais возглавил движение sāka vadīt за равные права. šo kustību par Вы только līdztiesību. послушайте, какие планы Jūs tikai родились iedomājieties, kādi в plāni мозгах radās и сердце Херувима. sirdī un prātā šim ķerubam. Почему мы об этом говорим? Kāpēc mēs par to runājam? Мы говорим, откуда, Mēs runājam, Возникла no проблема, kurienes radās problēma. когда люди начали Kad поклоняться cilvēki твари sāka вместо pielūgt Творца. radījumu Эта radītāja концепция vietā. родилась Šī не на koncepcija земле, radās nevis uz она zemes, родилась tā radās в сердце и в мозгах sirdī un prātā. небожителя, имя Debesu которого было valsts Херувим. iedzīvotniekam, kurš bija ķerubs. И вот что в сердце у него возникло. Un kas viņa Исайя sirdī radās? 14, 13, Iesaja 14. 14, 13, 14. А говорил в сердце своем, Un teica savā sirdī, он второй, он осеняет престол Божий, он viņš поклоняется, pielūdz. он лидер Viņš ir поклонения. pielūgsmes līderis. Вот почему первая уязвимая структура Redziet, церкви kāpēc draudzē – pirmā это поклонение и прославление, ir потому что slavēšana дьявол un знает pielūgsme. авторитет Jo этого Sātans служения. zina šīs И знает, что если struktūras лишить autoritāti, церкви поклонения, ka это значит augstāk, ее кастрировать. Потому что он знает, ja он сам draudze поклонник, zaudē он сам pielūgsmi, музыкант, tad šī левит. draudze zaudē savu Он сам, autoritāti. если говорить, творческая личность. Viņš ir radoša И вот в persona. момент, Un šajā brīdī, когда уже он видел kad viņš ir redzējis свой успех, savu, рождаются мысли. viņš rodas domas. Взойду на небо, Kāpšu debesīs, выше звезд Божьих, augstāk par Dievu вознесу zvaigznēm, престол мой, uznesīšu savu troni, сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные kāpšu augstumos и буду подобен un Всевышнему. būšu līdzīgs visu valdītājiem. Подумайте только. Iedomājieties tikai, Творение radība вдруг возомнило, pēkšņi iedomājās, что оно может быть ka viņš var būt наравне с Творцом. vienā līmenī ar radītāju. Это как будто компьютер, Tas būtu tā kā искусственный интеллект kompjuters vai mākslīgais вдруг intelekts сказал, а теперь pēkšņi не teiktu, вы будете tagad nevis jūs управлять мною, mani vadīsiet, а я буду bet диктовать es вам, diktēšu что jums, делать. ko darīt. Поймите, искусственный интеллект Iedomājieties, – это saprotiet, отголоски того, Mākslīgais что intelekts однажды ir произошло atbalsts на no tā, kas небе. reiz notika debesīs. И это идея Un šī дьявола. ir sātana ideja. Все извратить Visu sagrozīt и все с ног un visu Перевернуть no на kājām голову. apgriezt ar kājām gaisā. у творения под названием Radībai, Херувим. kurš saucās ķerubs. И от него только первый слог остался на Nu, на viņa земле. palika tikai pirmais, Короче, и pirmā zilbe. родилась идея, что я буду Un равен viņam radās Всевышнему. doma, ka es būšu līdzvērtīgs radītājam. Впервые идея, Vispirms это ideja, извращенная идея, šī greizā обожествить ideja творение celt Dieva godā radību и упразднить un Творца, noniecināt radītāju. родилась не на земле, Piedzima nevis uz а zemes, родилась на небе. bet tā radās Людей debesīs. тогда еще не было. Cilvēku pat toreiz vēl Читаем. nebija. Lasām, Служить,
kalpot, и поклоняться твари вместо Творца, pielūgt radījumu radītāja это vietā. заветная мечта. Tā ir Это заветная идея lielākais возгордившегося sapnis Херувима. šī lepnībā uzkāpušajam ķerubam. Чего это я поклоняюсь Ему? Kāpēc viņš man jāpielūdz? Я хочу, чтобы теперь мне все поклонялись. Pielūdz mani. Те говорят, ну, заповедь Господу Богу твоему поклоняйся. Dievu to А kungu он tev говорит, būs нет. pielūgt. Мы Господа упраздним, Bet mēs Dievu а noniecināsim, творение обожествим, bet radījumu и теперь darīsim par Dievu создадим новую godācelsim антизаповедь. un radīsim Это tādu вчера мы antibalsi. служили и поклонялись Vakar mēs Господу, pielūdzām un kalpojam tam kungam, а я создам bet es альтернативную radīšu alternatīvu. идею. Теперь Alternatīvu будут ideju. поклоняться Tagad и служить visi pielūgs un kalpos обожествленной твари, Dieva godā celtajai radītājai, упраздняя авторитет noniecinot Творца. radītāja autoritāti. Попытка устроить Mēģinājums госпереворот veikt šo valsts на apvērsumu территории Царства debesu Божьего valstībā закончилась полным Beidzās. провалом. ar izgāšanos. Вы знаете, Jūs zināt, третью trešdaļa часть он соблазнил, viņš, и ko говорит, мы viņš за равноправие. apstrādāja, mēs par līdztiesību. Мы должны свергнуть Mums ir монархию. jāgāž monarhija, И мы должны устроить un здесь mums šeit ir jānodibina движение равноправия. līdztiesības kustība. Теперь у нас будет Tagad mums būs эмблема два орла. emblēma divi Почти как в ērgļi. некоторых странах, да? Gluži kā dažās Я буду valstīs. равным Богу, Es būšu и на līdztiesības нашей Dievam. эмблеме Un голова mūsu одного emblēmā орла būs будет твоя, Господь, Viena а ērgļa вторая galva голова būs tava будет kungs, моя. bet otra galva Господь būs mana. такого абсурда никогда Dievs teica, терпеть не Ka собирается. Dievs tādu Поэтому он rīcību negrasās Министру pieņemt. обороны Un šis Михаил Архангел говорит, наведи порядок Arkangelim Mihailam этому товарищу Херувиму и оставь от него Дева только уздавому. первый слог. И сделай все, что только ты izdarīt можешь. visu, Вы ko помните, tu война vari. была, Un jūs zinat, bija karš, и этот Херувим un со šis всей третьей ķerubs ar частью visu с trešdaļu позором ar рухнули kaunu на tika землю. nogāzti uz zemes. Наш Бог ревнитель, Mūsu Dievs ir и greizsirdīgs славы Dievs, своей Он un никогда и savu никому slavu не viņš отдает. nevienam neatdos. Война обезумевшей твари Karš, ko sāka šie Против prātā своего jukušie Творца radījumi, с pret треском savu radītāju провалилась. izgāzās. О чем мы читаем, Par Исайя ko mēs lasām 14, Iesajas 14, 15. 15. Но ты низвержен в Nu, ад. tu esi В глубины nogāzts mirušo преисподней. valstībā, Ты хотел быть равным, visdziļākajā bedrē. стать равным Tu Всевышнему. gribēji kļūt vienlīdzīgs. Ты захотел ar to стать kungu. Богом. Tu gribēji Ты хотел kļūt par себя Dievu. Tu обожествить, gribēji sevi darīt Dievam līdzīgu, упраздняя Творца. noniecinot radītāju. Но ты низвержен в ад, Bet tu esi nogāzts в cellē. глубины преисподней. Вчерашние небожители, Vakardienas debesu Теперь земные iedzīvotāji существа. tagad ir zemes вчера был radījumi. Херувим, Vakar bija ķerups, сегодня сатана и дьявол в šodien одном лице. sātans un velns vienā personā. Вчера треть ангелов Vakar небесных, trešdaļa debesu eņģeļu, сегодня черти, šodien vēlni, демоны и бесы. dēmoni un ļaunie gari. Мы с вами должны, друзья, Mums, понимать, draugi, ar jums ir что jāsaprot, воевать с Богом рискованно и karot ar опасно. Dievu ir riskanti un bīstami. Потому что в любом случае Jo jebkurā ему gadījumā надлежит царство. viņam pieder И valdīšana. всех врагов он не Un изложит visus под ножи savus ног своих. ienaidniekus viņš noliks zem savām kājām. И самое интересное, Un pats что после того, когда interesantākais, Бог не pēc зверг tam, kad его Dievs bija и nogājis всю эту viņu, банду visu šo революционеров bandu, šos с revolucionārus небес на землю, no debesīm uz zemes, они viņi во главе с дьяволом ar sātanu пытаются на priekšgalā этой земле mēģina осуществить то, šeit uz šīs zemes что им не realizēt удалось to, kas осуществить viņiem там на neizdevās небесах. realizēt debesīs. Его стратегия Un viņa stratēģija осталась той ir же. palikusi tieši tāda pati. Зафиксируйте Piefiksējiet šo domu, эту концепцию. šo koncepciju. Его стратегия Viņa осталась той stratēģija же. nav mainījusies. Ir Обожествить творение celt самого Dieva себя, godā radījumu, чтобы pašam люди sevi, служили lai и cilvēki поклонялись kalpotu un Ему, pielūgtu viņu Ему, твари, radījumu, а Творца bet просто noniecinātu radītāju. упразднить. Как в одном проекте, Kā vienā projektā у нас очень красноречиво было однажды сказано, mums reiz bija teikts, любой ценой стать равным Богу
И если не на небе, пусть даже на земле, любой ценой, и даже потеряв небесный статус Херувима, пусть даже ставший дьяволом и сатаной, мое владычество от божества неотделимо над одинокой грешною моей землей. Я буду мстить за свой позор и поражение. Я буду мстить везде, любой ценой. Я буду мстить, и не найдет никто спасения. Я обещаю, все народы будут враждовать с тобой. Я буду мстить. Все царства мира, твои идеи будут принимать в штыки. Я буду мстить, и буду я для них кумиром, а ты умрешь на небе от тоски. Все царства мира, их судьба в руке моей. Земля моя, а Бог пусть царствует на небе. Твоих посланников ждет 1000 смертей. За упокой их душ отслужат здесь молебен. Земля вчера была твоя. Сегодня мой совет: забудь сюда дорогу. Планета безнадежно проклята, и я для жителей ее останусь и отцом, и Богом до самого скончания бытия. Я для жителей ее останусь и отцом, и Богом до самого скончания бытия. И его стратегия на земле Un viņa stratēģija uz zemes осталась той же ir самой. palikusi tieši tāda pati. Если мне не удалось стать Ja man равным neizdevās Богу Всевышнему kļūt на небесах, līdzvērtīgam ar Dievu я буду debesīs, Богом tad es būšu на Dievs этой земле. šeit uz šīs zemes. Творение Radījums обожествить, kļūst par от Творца Dieva упразднить godībā и celts, bet вычеркнуть. Dieva godība tiek Поэтому некогда nonicināta. единая Вселенная Tāpēc kādreiz vienotā раскололась на два visums tika враждебных лагеря. sašķelts divās naidīgās nometnēs. Низверженный сын Деницы оккупировал землю Šis gāstais gaismas eņģelis и заявил ее своей собственностью. pasludināja zemi par savu īpašumu. Вы помните, что он сказал в Jūs пустыне? atceraties, ko viņš tuksnesī teica? Иисусу, видишь, все царства мира, Redzi, visas debesu Это моя zemes valstis ir Если mans хочешь īpašums. Ja gribi владеть ею, valdīt pār tām, поклонись мне. pielūdz И mani. Господь ему мозги вправил. Un kungs viņam Творец smadzenes, никогда не будет apskaidroja. поклоняться твари. Radījums nekad По Божьим nepielūgs замыслам radītāju. тварь или Pēc творение Dieva plāna должно radījums поклоняться pielūdz Творцу. radītāju. И что самое Un интересное, pats interesantākais, уважаемые друзья, с godājumie тех draugi, пор, как рухнул kopš tā с неба brīža, на kad землю uz zemes этот nogāzās возгордившийся šis бывший Херувим, lepnībā pieaugušais он ķerups, осуществил на земле viņš uz zemes realizēja свою мечту. savu sapni. Упраздняя Творца, Noniecinot radītāju, он обожествил творение. viņš Dieva godā cēla radību. Вы никогда не задавали вопрос, Vai nekad neesat откуда uzdevuši появились jautājums, no kurienes radušies языческие религии? pagānu reliģijas? В одной только Индии Vienā Indijā больше ir тысячи, vairāk nekā 1000, каких тысячи, миллиона pat miljoni богов. dievu. Там не только звезды Tur ne tikai zvaigznes, обожествлены, которым поклоняются Dieva и godā служат. celtas, kuras tiek pielūgtas un kurām kalpo. Не только морям. Ne tikai jūras, Корова идет, Голос. божественная. pat ir svēta. Высирается это божественное дерьмо, которому тоже поклоняются. Paka kā šī govs un Это un šī делает mēsli дьявол, tiek чтобы pielūgti. оскорбить To dara Бога. Sātans, lai Мы apkaunotu будем Dievu. обожествлять что угодно, Viņš Dieva godā cels только тебя в виду jebko, иметь не будем. tikai ne tevi, kungs. Посмотрите на эту Paskatieties категорию uz šo римских богов. Romas dievu kategoriju. Нептун, эти Neptūns. все вот эти морские Visi šie чудовища, jūras и там вот эти mošķi, все богини. visas šīs dievietes, Что там говорить про Рим? ko mēs runājam par Romu, Сколько у нас cik в mums языческой Латвии богов, pagānu а? Latvijā ir dievu, Так называемых богов. tā saucamo dievu. Бог ветра, Vēja как dievs, его зовут? vēja māte. Как его зовут? Здесь язычников нет, да? Да, конечно.
Šeit Есть pagāni nav, Перкунс, protams. Пердунс, Pērkons. есть Бог моря, Ir есть jūras Бог dievs, дороги, ir есть jūras Бог дуба. ceļu Ну, когда dievs, дуба ir дашь, dieva, там Бог будет шелестеть своими Ozola листьями. dievs, kurš šūpo savas Вопрос, lapas. кто эту Jautājums, придумал, kurš to а? izdomāja? Кто обожествил Kurš это все Cēla Dieva творение, godā šo radību, упраздняя Творца? noniecinot radītāju. Я думаю, что Es domāju, напрягаться здесь не стоит. ka nav vērts šeit Тот, iespringt, кому не удалось jo kam стать neizdevās Богом kļūt там, par на Dievu небе, tur debesīs и не обеспечить un поклонение самому nodrošināt, lai себе, viņš tiktu он, pielūgts. рухав на эту Viņš землю, nogāžoties uz šīs начал zemes, активно sāka обожествлять aktīvi celt Dieva творение, godā radījumus, чтобы творению lai поклонялись, šo radību а pielūgtu, Творца исключили. bet izslēgtu И вот представляете radītāju. себе, Jo что творится iedomājieties, kas на notiek этой земле. uz šīs zemes. Не буду сейчас рекламировать языческих богов. Nereklamēšu Вы tagad их pagānu и dievus. так знаете. Jūs tos tāpat zināt. Ладно, кроме того, чтобы звездам Izņemot поклоняться. to, lai Ветрам, pielūgtu горам. zvaigznes, vēju, Политические лидеры выходили ir politiskie и говорили: līderi, мне kuri ir поклоняйтесь. teikuši, pielūdziet Помните mani. Навуходоносор? Atcerieties Кто не Nebukadnēcaru, поклонится kas мне, mani nepielūgs, моему истукану? manu Что там elka tēvu, Навуходоносор? tur Ленин, Nebukadnēcars, Сталин, Leņins, современный Stalins, Путин, все Путин, остальные весь герои цветы, требуют вороны, к себе такого же pieprasa pielūgsmi поклонения и служения, как un псевдобоги. kalpošanu, kā šie pseido И люди dievi. хавают, и люди cilvēki to соглашаются, pieņem un tam и люди piekrīt. не понимают, Un cilvēki что nesaprot, творение ka обожествлять radījums- нельзя. Это radījumi демонизация nedrīkst Dieva gotā, jo tā ir Божьего творения demonizācija и вражда un с нашим ienaids ar великим mūsu Господом. varano kungu. Мы знаем, Mēs zinām, что заповедь Господу Богу Ka твоему bauslis поклоняйся tev būs И ему kungu одному savu служи, Dievu pielūgt un viņam vien остается kalpot, неизменной. paliek nemainīga. И точно так же, как Tieši Бог tāpat, посрамил некогда Dievs apkaunoja возгордившуюся тварь там на reiz небесах, Lepnumā uzkāpušu точно так же ķerubu Он пришел debesīs. на эту землю, Tieši tāpat Dievs atnāca šeit uz zemes, чтобы разрушить дела lai дьявола izjauktu sātana и plānu посрамить его на un земле точно apkaunotu так viņu uz же, zemes tieši как там tāpat, на небесах. kā tas notika debesīs. Итак, Римлянам Un tā 1:18. romiešiem 1:18. Мы как раз подходим Mēs kā к reiz ключевой nonākam мысли pie сегодняшнего послания. atslēgas domas šodienas Ибо vēstījuma. открывается гнев Божий с неба Dieva dusmība no debesīm parādās на всякое нечестие и par неправду visu людей, cilvēku bezdievību un которые netaisnību, подавляют истину kas savā неправдою. netaisnībā apslāpē patiesību. Гибридная информационная война Šis hibrīda informācijas karš не прекращается ни днем, ни ночью. netiek pārtraukts ne dienu, ne nakti. Откровения Божьи всегда были Dieva яблоком atklāsmes раздора, vienmēr ir bijušas šīs strīdu sābols. камнем преткновения и скалою Klupšanas соблазна. akmens. Падший ангел, отец Kritušais лжи, eņģelis ir melu tēvs. который здесь неплохо Kurš устроился, šeit ir neslikti он iekārtojies. всегда враждебно Viņš и vienmēr агрессивно naidīgi un относился agresīvi и продолжает izturas относиться un turpina к izturēties посланникам Божьим. pret Dieva sūtņiem. Он говорит, это моя Viņš saka, территория. šī ir mana Ты там на teritorija. небесах Tu царствуй tur и делай, что valdi хочешь. debesīs un dari, ko gribi. А земля это моя. Zeme ir mana, А Бог отвечает, bet Dievs atbild. ты, тварь, ничего Tu не esi творил. radījums un neesi А neko это radījis. Господня земля, Bet šī ir tā kunga и тот, zeme. кто ее сотворил, Tas, kurš viņu ir является ее официальным хозяином. Viņas īpašnieks. А любой демонический Bet ja kurš рейдерский захват, Demonisks reidera он закончится позором. beigsies ar Поймите, apkaunojumu. друзья, Saprotiet, это draugi, глобальная tā ir война, globāls, которая tas до ir globāls сегодняшнего karš, дня kas līdz pat šodienai продолжается. turpinās. И мы должны знать эту важную Un mums стратегическую ir истину, jāzina šī strateģiskā что если мы patiesība. провозглашаем Ja mēs pasludinām и защищаем правду un Божью, aizstāvam Dieva patiesību, Бог будет покровительствовать Dievs и pasargās защищать нас. un aizsargās mūs А вот над головою религиозных и продажных virs пропагандистов galvām, kuri ir reliģiski nodevēji.
будут всегда propagandisti нависать грозные тучи vienmēr Божьего viņu гнева. galvām būs Dieva dusmības Открывается vardiem mākoņi. гнев Божий Atklājas на Dieva всякое dusmas нечестие par katru и неправду netaisnību, людей, которая разрушает Божью истину. kuru izsludina cilvēki un kas sagrauj Наличие Dieva врагов patiesību. Твоих и моих говорят о том, что у тебя Manu un что-то tavu есть ценное naidnieku и важное. esamība apliecina to, ka mums ir kaut kas svarīgs. Когда в 5 стран тебя не Kad пускают, 5 valstīs tevi neielaiž, наверное, потому что есть что-то droši vien ценное и tāpēc, ka ir важное. kaut kas svarīgs. Желающие жить благочестиво Tie, kas будут grib dzīvot гонимы. godprātīgi, Римлянам vajāti. 1:19-20. Romiešiem 1:19-20. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог Jo, явил ko par им. Dievu var zināt? Tas viņiem ir atklāts. Ибо невидимое Его Dievs pats viņiem to Вечная atklāja. сила Kopš Его pasaules radīšanas, и божество viņa neredzamās от īpašības, создания gan мира viņa mūžīgais spēks, через рассматривание gan творений viņa видимы, dievišķība ir skaidri saredzamas viņa darbos. так Tāpēc что они viņiem безответны. nav ar ko aizbildināties. Апостол Павел Apostols разрушает Pāvils здесь šeit izjauc языческую философию pagānu в сознании filozofiju христиан kristiešu domāšanā и философию идолопоклонства. un elgdievības filozofiju. Он восстанавливает в их Viņš сознании atjauno viņu prātos авторитет Творца, и radītāju разрушает autoritāti un sagrauj авторитет обожествленного творения. Dieva godā celtas Un говорит, не radības перепутайте. autoritāti. Viņš saka, nesajauciet. Есть Творец, Ir и radītājs Ему принадлежит слава, Un viņam держава pieder slava. во веки веков. un А valdīšana попытка mūžu творения mūžos. обожествить Bet mēģinājumi Это celt Dieva демонизация godā radījumu, tā ir demonizācija истории и человеческого Vēsturē разума. un cilvēku prātos. И через рассматривание творений Un izskatot šos radījumus, он провозглашает незыблемый pasludina и непререкаемый nemainīgo авторитет Творца. radītāju autoritāti. И дальше он Un вскрывает вот tālāk эту viņš суть atklāja šo būtību современной проблемы. mūsdienu problēmai. Но как они, Bet tā kā viņi, это Римлянам 1, tas ir 21, 23, romiešiem 21, но как 23, они, jo zinādami Dievu, познав Бога, но не прославили viņi Его to как nav Бога turējuši godā kā Dievu. и не Un возблагодарили, viņam nav pateikušies. но осуетились в Bet умствованиях savos своих, spriedumos krituši и омрачилось nīcības несмысленное gurstā сердце, un savā sirds neprātā iegrumuši tumsā. называя себя мудрыми, Saugdami sevi par gudriem, обезумели, tie kļuvuši ģeķi и славу нетленного un Бога apmainījuši neiznīcīgā изменили в Dieva образ, подобный тленному pret человеку, iznīcīgam cilvēkam un putniem, птицам, четвероногим lopiem un и rāpuļiem, присмыкающимся. līdzīgiem tēliem. Здесь Павел вскрывает Šeit Pāvils atklāja раковую опухоль идолопоклонства в сознании šo людей, vēža audzēju, kurš ir ielavījies познавших cilvēku Бога, prātos, но kuri ir отступивших от Него. iepazinuši Dievu, bet atkāpušies no viņa. Подчеркиваю мысль, но Es как они, pasvītroju šo domu. познавши Tā kā viņi Бога, iepazinuši не Dievu, прославили Его Не- как Бога, neslavēja они viņu kā стали Dievu. жертвой Viņi вот kļuva этого par скрытого upuriem идолопоклонства. šai elgdievībai. Какая мысль Kāda практическая? praktiskā doma? Вот на кого в Lūk, uz первую ko очередь vispirms охотится падший ангел. Kuru vispirms medīs Даже šis не на тех, kritušais кто были eņģelis. безбожниками. Ne tie, kuri ir bezdievi. Дьявол охотится на тех, кто познал Sātans Бога. medī tos, kuri ir iepazinuši Dievu. И, подходя к его судьбе, Un он разрушает pielāgoties viņu поклонение. likteņiem, viņš sagrauj pielūgsmi. Потому что если ты познал Jo tu Бога, esi iepazinis, но не ja tu прославил esi Его как iepazinis Бога, Dievu, bet neslavē viņu kā Dievu, откровение без поклонения atklāsmi bez Rano или pielūgsmes, поздно. agri vai vēlu, может тебя скинуть в пропасть. var tevi nogrūst Я задаю вопрос у bezdibelī. Херувима. Были откровения о ķerubam Боге? bija jautājums, vai Конечно, viņam bija были. atklāsmi par Но он перестал radītāju, поклоняться bet viņš Ему pārstāja viņu и pielūgt прославлять Его как Творца. un pielūgt viņu Вот kā почему, Dievu. друзья, мы должны Lūk, понимать, kāpēc mums ir какие jāsaprot, откровения, kādas atklāsmes, таково должно быть и tāda поклонение. ir jābūt mūsu Потому что pielūgsmei. именно поклонение Jo является pielūgsme гарантией ir tā нашей garantija, стабильности kur ir и mūsu защищенности. stabilitāte un aizsardzība. Так вот на кого в первую Lūk. очередь охотится падший Ko ангел. vispirms medī šis На kritušais тех, eņģelis? Кто, Tie, как и он, kuri kā, был tieši kā рядом с viņš Богом.
bija blakus Dievam, служил Ему kalpoja и viņam поклонялся. un pielūdza viņu. И дальше внимательно Un следите. tālāk uzmanīgi. Но как они, Bet kā познавши viņi, Бога, iepazinuši Dievu, не прославили Его как neturēja viņu Бога, godā kā Dievu. дьявол уловил их в свои Velns пагубные noķēra сети. viņus savos tīklos. Гарантия нашей Mūsu безопасности, drošības garantija оказывается, не только заключается в izrādās, ir ne откровениях и в tikai учении, atklāsmē un mācībā. но гарантия нашей Bet безопасности Mūsu drošības заключается в том, чтобы slēpjas, lai mēs вместе с этими откровениями kopā ar šīm atklāsmēm наше прославление и поклонение mūsu slavēšana un имело pielūgsme глубокую būtu внутреннюю взаимосвязь. dziļa savstarpēja saistība. Вчерашний Деница, Vakardienas сын Зари, был gaismas настоящим dēls поклонником, как мы уже говорили. bija patiesas pielūdzējs, kā jau mēs И он уж runājām. точно Un знает viņš jau суть nu этого zināja служения. šīs kalpošanas jēgu. Какая могущественная власть сокрыта Kāda в varenas поклонении. spēks ir slēpjies Какая pielūgsmē. там гарантия Kāda защиты tur ir drošības и garantija безопасности. un drošības. Поскольку реальное поклонение в Tā духе kā и в истине reāla pielūgsme garā un patiesībā отождествляет тех, кто поклоняется, pielīdzina tos, kuri с тем, pielūdz кому ar они to, поклоняются. kam viņi pielūdz. вот почему прославляющих Его tos, kas Он viņu гарантированно и viņš защитит, garantē и прославит. gan drošību, gan aizsardzību. Уважаемые друзья, Cienījamie чтобы быть draugi, поклонником, не обязательно быть lai būtu музыкантом. par pielūdzēju, nav Или obligāti būt вокалистом. muzikantam vai Скажите, какое vokālistam. музыкальное образование было у Павла, Sakiet, kāda muzikālā izglītība bija когда он был Pāvlam, в тюрьме, kad viņš bija избитый, cietumā, и около piekauts, полуночи он начал un прославлять nakts vidū Бога. viņš sāka slavēt Dievu. Это не столько музыкальное Tā образование, ir ne tikai сколько muzikāla, глубокое, ne tik благодарное muzikālā izglītība, cik сердце, pateicīga пропитанное sirds, kas ir этими откровениями. pilna ar šīm atklāsmēm. Уважаемые друзья, Cienījamie мы draugi, все поклонники mēs visi esam pielūdzēji по своему pēc предназначению. savas būtības. Так вот, Tad lūk, дьявол Velns всеми силами ar пытается, visiem spēkiem если mēģina. ему не удалось разрушить Ja откровения viņam в мозгах, neizdevās šo atklāsmi Он sagraut старается mūsu уничтожить smadzenēs, поклонение viņš pacentīsies и благодарное iznīcināt сердце pielūgsmi un в наших pateicīgo сердцах. sirdi mūsu sirdīs. и чтобы не оказаться жертвой Un, lai обольщения, nekļūtu par šīs мы должны, познавши apmāna Бога, upuri, tad на iepazīstot том же Dievu уровне tai pašā līmenī прославить, возвеличить slavēt, и возблагодарить Его. pateikties tam kungam. И как только уходит реальное Un поклонение, kā tikai tiek меняется samazināta атмосфера в reāla церкви, pielūgsme draudzē, приходит суета, atnāk религиозная zudīšanās, философия reliģiskas и filozofijas помрачение в сердце. un aptumsums То sirdī. есть, когда исчезает духовное состояние, Tad, kad pazūd šī garīgā Когда уходит sadaļa, помазание, kad aiziet а Бог svaidījums, есть Дух, bet Dievs ir gars, когда рушится авторитет tad Творца, sabrūk и на radītāja первые autoritāte un места pirmajā выходит, vietā как оделся, iznāk kā как мы apģērbās, построили там ту kā структуру mēs или эту. uzcēlām tur tādu vai citu struktūru. Ритуалы становятся важнее Rituāli содержания. kļūst svarīgāki par saturu. И буква, Un burts она превращается в убийственную фразу. kļūst par slepkavības ieroci. Та же идея, Tā лишенная помазания, ideja, kurai vairs nav превращается в svaidījuma, мертвую букву. kļūst par mirušu burtu. То есть разрушается авторитет живого Бога, Tiek sagrauta второстепенные формальные autoritāte, ритуалы, bet otrs материальные rituāli, ценности materiāls начинают vērtības доминировать в kļūst служении. dominējošas И kalpošanā. тут дьявол Un достигает te своей velns главной sasniedz savu цели, galveno mērķi. упраздняя авторитет Творца. Noniecinot radītāju Во, какой autoritāti. пастор, Viņš, какой лидер, ai, kāds какой līderis, ai, авторитетный kāds человек. mācītājs. Я не против Es талантливых neesmu исполнителей. pret Но давайте talantīgiem, всегда Богу уступать дорогу. А? bet vienmēr Dievam dosim Давайте ceļu. всегда на первом месте, Pirmajā vietā кому мы поклоняемся. liksim to, kuru mēs pielūdzam. Пусть это будет наш Господь. Lai tas būtu И даже mūsu если kungs. тебе Бог дал такой Un ja tev талант, Dievs ir devis и kādu музыкальный, talantu,
и muzikālu вокальный. vai vokālu. Не повторяй трагедии Люцифера. Lucifera Отдай traģēdiju. всю славу Atdod Богу. visu slavu Dievam. За 35 лет сколько было талантливых людей, а? Cik šeit На bija этой сцене, talantīgu cilvēku которые uz šīs поклонялись, skatuves, kas плакали, pielūdza, kas стояли. raudāja, kas Я stāvēja. тоже из себя что-то представляю. Bet pēkšņi es arī И kaut kas начинается esmu, un продажа sākas, Божьего дара, Dieva Храни dāvanas нас, pārdošana. Бог. Dievs pasargā mūs. чтобы мы не обожествили самих себя, Neceltu Dieva godā paši sevi, упраздняя авторитет noniecinot живого Бога. dzīvā Dieva autoritāti. Римлянам 1:25. Romiešiem 1:25. И мы подходим к ключевому пониманию. Un mēs Они nonākam pie заменили atslēgas. истину Божью ложью Kāpēc viņi dievišķo patiesību apmainījuši и pret служили meliem твари, un sākuši dievināt un вместо pielūgt Творца, radību, atstājot novārtā который radītāju, благословен во kas ir веки. augsti Аминь. teicams mūžīgi. Āmen. Послушайте, Paklausieties tikai. вот так мало-помалу Tā, soli pa solim, происходит либерализация христианского notiek мышления. kristīgas domāšanas liberalizācija. Я вспоминаю, как мы Es atceros, kā mēs в этом спортивном манеже sporta manēžā по полчаса pa могли pusstundai стоять на коленях, varējām stāvēt uz ceļiem, молясь на языках, lūdzot исповедуясь, mēlēs. и одну мелодию могли просто Un vienu петь. melodiju Я вспоминаю, когда вот dziedāt. этот Es запев atceros из исхода šo dziesmu no рождался. iziešanas. Тара, тара, тай-ла-на-на-на-на. Такое помазание приходило. Tāds Весь svaidījums зал стоял atnāca. на коленях. И нам все равно было, Stāvējām uz ceļiem, как un люди mums там, bija приходящие на vienalga, нас, kā смотрели. cilvēki garām Бог был ejošie на uz mums первом skatījās. месте. Dievs bija pirmajā Сегодня vietā. Дух Святой говорит Šodien нам, svētais gars я saka обращаюсь mums, к элите, es runāju творческой, elitei, талантливой, музыкальной. radošai, muzikālai. Пожалуйста, Lūdzu, не бегите вперед нашего Господа, neskrieniet уступите Dievam pa Ему priekšu, дорогу и dodiet всю viņam ceļu славу un visu отдайте slavu Ему. atdodiet viņam. И тогда нас не Un будет tad преследовать эта трагедия, Mums обожествлять nebūs творение. paredzēta šī traģēdija. это демонизация. Celt Dieva godā Это война radību, с живым tā ir и реальным Богом. demonizācija. Tas ir karš ar dzīvo Пусть Dievu. не будет этой либерализации. Lai nebūtu šī Пусть на первом liberalizācija. месте Lai pirmajā будет наш vietā драгоценный būtu mūsu Господь dārgais Иисус Kungs Христос. Jēzus Kristus. Пусть на первом Lai месте pirmajā vietā будет наш драгоценный būtu mūsu Дух dārgais Святой. svētais gars. И когда происходит Un, либерализация kad мышления, notiek domāšanas как liberalizācija, результат kā rezultāts, происходит возрождение Notiek. современного идолопоклонства. mūsdienu elgdevības atzimšana. Боже, храни нас, Dievs sargā чтобы mūs, вот на этой lai территории šajā teritorijā возникали какие-то идолы. nenokļūtu kādi elki. Идолы – это уже начало Elki tas jau ir sākums. обольщения этого Šai- антихриста. Antikrista Люди pievilšanai. начинают служить Cilvēki sāk kalpot и поклоняться un твари pielūgt radījumam вместо Творца. radītāja vietā. Когда я смотрю на Es некоторых skatos лидеров uz и dažiem пасторов līderiem, mācītājiem, мега-церквей, mega draudzēs, хоть в Америке, хоть в Африке, vai Amerikā, vai он Āfrikā. приезжает на Viņš машине, atbrauc ar mašīnu, там стелят какую-то дорогу, tur klāja эти kādu ковры, tepiķi. перед ними вот так стоят. Viņa priekšā Да вы stāv что tā. творите, Tad liekas, ko ребята? jūs darāt? Да почему же вы Kāpēc позволяете jūs обожествлять ceļat творение Dieva godā radījumu, и в стороне оставлять bet нашего malā Господа paliek Иисуса mūsu Христа? Kungs Jēzus Kristus? Следите, друзья, за тем, Sekojiet, lai чтобы творение в Lai лице даже radījums тех же служителей pat kalpotāju personās не оказалось выше, nekļūtu augstāk чем авторитет нашего par Господа mūsu Kunga Иисуса autoritāti. Христа. Храни нас, Бог, от этого Lai Dievs безумия. mūs pasargā no šī vaiprāta. Храни нас, Бог, от заблуждения Lai и Dievs mūs отступничества. pasargā no maldiem un Храни atkāpšanās. нас, Бог, от Lai деградации. Dievs mūs pasargā no бездуховности. degradācijas un negarīguma. Храни нас, Бог, Lai от Dievs mūs современного pasargā no идолопоклонства mūsdienu в elgdievības церкви. draudzē. Никогда не забывайте, Nekad neaizmirstiet, что в основе нашего ka богословия mūsu Dieva vārda и нашего pamatā учения un mūsu mācības pamatā ir христоцентризм Kristus и centrisms теократический un порядок teokrātiskais Царства Божьего. kārtība Что debesu означает, valstībā, kas что в nozīmē, эпицентре наших проповедей, ka mūsu нашего svētru учения, epicentrā, mūsu нашего mācības поклонения epicentrā, mūsu и всего pielūgsmes нашего epicentrā, творчества mūsu Иисус Христос и ir Kristus никого Jēzus un другого. neviens cits.
Он путь, Он Viņš истина, ir Он ceļš, жизнь. patiesība un dzīvība. Он наш Спаситель, Viņš ir mūsu Искупитель. glābējs, izpircējs. И Он хозяин Un нашей viņš жизни. ir mūsu dzīves saimnieks. Итак, напоминаю Un тему tā es проповеди. atkārtoju mūsu tēmu. Они поклонялись Viņi и pielūdza служили твари un kalpoja вместо Творца. radījumam, А radītāju кому vietā. мы сегодня Bet kam поклоняемся и служим? šodien kalpojam un pielūdzam mēs? Вопрос серьезный. Jautājums Просто nopietns. ответь сам себе Atbildi pats sev. по приоритету, Pēc по prioritātēm, важности. pēc svarīguma. Кто на первом месте? Kurš ir pirmajā vietā? В твоем сердце, Tavā sirdī, в твоем служении, tavā kalpošanā, в твоей судьбе. tavā liktenī. Запомни, Un если это atceries, люди, ja cilvēki, рано или поздно придет tad разочарование agri vai vēlu atnāks vilšanās. во главе церкви. Draudzes Иисус Христос. vadībā ir Jēzus На Kristus. втором месте Otrajā vietā служители. kalpotāji. И мы уже рассматриваем Un mēs jau skatāmies этот важный приоритет. uz šo svarīgo prioritāti. Галатам 4, 6, 11. Galatiešiem 4:16, Апостол Павел всеми 6, силами 11. в те седые времена Римской империи Šīs Romas impērijas vēsturē, пытается в сознании вот это идолопоклонство kad языческое apziņā ielabās разрушать šī elgdievība и восстанавливать авторитет un Творца. atjaunot radītāju И в autoritāti. очередной раз Галатам он говорит: Bet galotiešiem kārtējo а reizi как viņš вы saka, сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, tad, bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu dēlu, вопиющего Ава Отче. kas dzied aba tēvs. Поэтому ты уже не раб, но сын. Tad tu vairs neesi vergs, А bet esi если сын, dēls. то и наследник Божий Bet, через ja Иисуса dēls, Христа. tad Dieva mantinieks caur Jēzu Kristu. И снова тот водораздел. Un atkal šī ūdens šķirtne, Великий всемогущий Бог Творец varenais и Dievs так radītājs называемые боги. un tās saucamie И dievi. он говорит, Un тогда, viņš saka, tad, не знав Творца, nepazīstot вы radītāju, служили обожествленным тварям, kalpojāt Dieva godā которые celtām язычники radībām, называли богами, ko pagāni sauc par dieviem, но которые в сущности не боги. bet kas patiesībā nav dievi. Ныне же, познав Бога, Šodien iepazinuši Dievu, ныне же, познав Бога, šodien iepazinuši Dievu, или лучше, получив познать, vai arī saņēmuši 9 стих, Galatiešiem ныне же, познав Бога, šodien iepazinuši Dievu, 9, ныне же, познав Бога, или bet лучше, tagad, kad получив jūs Dievu познание esat от Бога, atzinuši, vai labāki sakot, ka для Dievs чего jūs вы ir atzinis, обращаетесь опять kā tad jūs atkal atgriežaties туда, назад, tur atpakaļ? к немощным, Pie бедным, nespēcīgajiem un вещественным началам, nabadzīgajiem и pirmspēkiem. хотите еще снова Un tiem поработить atkal no себя jauna им. gribat kalpot. Представляете? Что Павел Iedomājieties, наблюдал ko Pāvils в церквах novēroja того времени? tā Вот, laika Галатийская draudzēs, церковь. Galatiešu draudzē. Язычники. Вот Bijušie поклонялись pagāni звездам, pielūdza морям, zvaigznes, этим jūras, ветрам, коровам, vējas, всем этим зверям. И zvērus, они познали Иисуса Христа. bet viņi iepazina Jēzu Вот Kristu. живой Бог. Dzīvais Вот Dievs, живой Творец. dzīvais Поклоняемся radītājs, Богу. pielūdz Но radītāju. запомните, друзья, Bet atgādina, дьявол реваншист. Sātans Ах, ir ушли от revanšists. меня, а? Aizbēgāt no manis. И он будет Un обязательно viņš obligāti искать тех, кто ушел от него, чтобы их назад вернуть. meklēs tos, kuri no viņa ir aizmukuši, lai И viņus обязательно он atgrieztu. будет подходить. Un viņš mēģinās pieiet. Сектанты. Ak, Вы что sektanti, из себя ko jūs no строите? sevis Вы что iedomājaties? придумали? Ko jūs Вы что, iedomājaties? умнее всех, что Kas ли? jūs esat gudrāki par visiem Мы citiem? веками поклонялись. Gadsimtiem esam А вы прямо pielūguši. сейчас вот Bet придумали jūs это все. tieši šobrīd. И самое интересное, Un pats кто-то interesantākais. категорически Kāds противостоит этому, kategoriski stāv tam pretī, а кто-то bet kāds возвращается назад atgriežas к atpakaļ этим немощным, pie šiem вещественным bezspēcīgajiem, началам mantiskajiem мира. И pirmspēkiem. для чего? Un priekš kam Чтобы снова поработить Lai себя atkal им. kļūtu tiem par vergiem. Опять так Atkal. называемые боги, Tā saucamie dievi, опять эти идолы. atkal šie elki, А кто такой Творец? bet kas ir radītājs? Ну, не знаю. Nu, nezinu. Запомните, друзья, Atcerieties, draugi,
Они поклонялись Viņi pielūdza и служили un твари kalpoja вместо radījumam, Творца. radītāja vietā. И Павел говорит, Un Pāvils saka, мы должны эту mums концепцию šī koncepcija поменять ir на jānomaina 180 градусов. par 180 grādiem. Если вчера мы Ja vakar или наши предки mēs vai mūsu поклонялись и priekšteči служили твари вместо pielūdza Творца, radījumu radītāja vietā, то мы сегодня tad должны šodien mums поклоняться ir Господу jāpielūdz Богу Kungs Dievs и Ему un одному viņam служить, vien kalpot, ибо Он Творец jo неба viņš ir и земли. debesis un zemes radītājs. Апостол Павел использовал все Apostols методы и средства, Pāvils izmēģināja visus чтобы veidus, выкорчевать из lai их сознания izravētu no cilvēku даже domāšanas намеки pat на это aizdomas par šo идолопоклонство elgdievību и восстановить un atjaunotu авторитет нашего Господа. mūsu kunga autoritāti. Ты скажешь, ну насколько это Tu сегодня teiksi, актуально? cik tas šodien ir aktuāli? Насчет сегодняшнего дня Runājot это par šodienu, наиболее tas актуальный ir вопрос. visaktuālākais Потому что jautājums. и атеизм, Jo и ateisms, материализм, и materiālisms, гуманизм, humanisms пропитывая наше сознание, lavās iekšā вытесняет mūsu domāšanā, христоцентризм. izspiežot Человек либо на kristocentrismu. себя уповает, Cilvēks либо на paļaujas свое uz sevi, правительство vai uz уповает, savu valdību либо paļaujas, на мамону, vai о uz которой mamonu paļaujas, сейчас par мы как kuru раз mēs и tūlīt arī поговорим. parunāsim. Чьим словам поверишь ты? Kā vārdiem tu Я буду ticēsi? верить Es ticēšu Слову Господа. tā kunga vārdam. И дальше Un очередная концепция. Kārtējā koncepcija. 1 Коринфянам 8, 4, 6. 1. korintiešiem Итак, 8, 4, 6. об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Attiecībā uz elku upuru gaļas ēšanu mēs zinām, ka nav neviena elka pasaulē un ka nav cita dieva kā viens vienīgs. Ибо хотя и есть так называемые Lai gan боги, ir tā saucamie dievi, или на небе, или на vai земле, debesīs vai zemes virsū, так как есть много jo фейковых богов dievu un kungu и ir господ daudz, таких же, bet mums ir tik viens dievs. 6 стих – это ключевой. 6. pantiņš ir Но у atslēga. нас один Бог, Bet mums ir Отец, tik viens Dievs tēvs, из которого все, no kura из visas которого lietas, всё. un kurš и мы для Него, ir mūsu и ilgumērķis, один Господь Иисус un tik Христос, viens kungs Jēzus Kristus, которым все, caur kuru visas и мы lietas, им. un arī mēs caur viņu. Ну-ка, давайте громко прочитаем сначала на русском, Daļa- потом на Izlasīsim государственном. vispirms Давайте krievu вместе, valodā. громко. Но Visi kopā. у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Еще раз. Но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Bet mums ir tik viens Dievs tēvs. Avigģē. Bet mums ir tik viens Dievs tēvs. Dievs tēvs, no kura visas lietas, un kurš ir mūsu ilgu mērķis. Un tik viens kungs, Jēzus Kristus, caur kuru visas lietas, arī mēs caur viņu. Аминь. Воздай аплодисменты Dod и godu славу Dievam. нашему Богу. Mūsu Dievam Не позволь этот авторитет кому-то разрушить. neļauj šo autoritāti kādam sagraut. Христианство с язычеством никогда не имело Kristietība ar ничего pagānismu общего. nekas nav kopīgs.
С одной стороны, это No vienas христоцентризм puses tas ir Kristus и centrisms теократический порядок. un teokrātiskā С kārtība. другой стороны, No otras это puses языческое многобожие. tas ir pagānu daudzdievība. У язычников Pagāniem так называемые tā saucamie dievi, фейковые боги. feika dievi, Лживые, melīgi, примитивные, primitīvi, демонические demoniski, идолы и культы. elki un kulti. Природа происхождения идолопоклонства – демонический мир. Daba ir no demoniskās pasaules. А у нас Bet mums реальный и Реальный, сверхъестественный, pārdabisks всемогущий un Бог. visuvarens Dievs. Творец всего видимого. Visa redzamā un И neredzamā невидимого. radītājs. Они Viņi поклоняются pielūdz и служат un твари kalpo radībai, вместо Творца. radītāja vietā. А кому мы Bet поклоняемся kam mēs и служим сегодня? kalpojam un Толкни ko соседа, pielūdzam спроси. šodien? Не засыпай на этой Iepazīstini лекции. pajautā šo jautājumu. Проснись и ответь на Pamosties вопрос. Un atbildi uz jautājumu. Они, твари, Viņi поклоняются. pielūdz radības, А кому ты bet ko поклоняешься? tu pielūdz? И дай Бог, чтобы Un ответ lai был Dievs dod, ka atbilde трезвый и būtu вразумительный. Господу prātīga. Богу Tam мы kungam, поклоняемся. to kungu И mēs ему pielūdzam одному un мы viņam vien служим. kalpojam. Самое интересное, Visinteresantākais. мы должны понимать, Mums ir jāsaprot, насколько незаметно, cik ļoti насколько nemanāmi утонченно, un насколько smalki, по-партизански kā partizāni, вот эти ложные боги šie и viltus это dievi, šī идолопоклонство elgdievība проникает в наше сознание. lavās iekšā mūsu domās. Для меня это непонятно. Priekš manis tas nav saprotams. 430 лет были в Египте. 430 gadus В bija рабстве. Eģiptē, verdzībā. Бог явил 10 казней Dievs deva šos 10 и вывел sodus их un оттуда. izveda viņus no turienes. Моисей поднялся на гору Mozus Синай, uzkāpa kalnā, чтобы получить скрижали. lai saņemtu plāksnes. А вот терпения у них не Bet viņiem хватило. nepietika Да pacietības. где ж он застрял, Kur tu этот viņš tur aizķērās? Мозес? Tas Mozus. Вчера пели Vakar Let dziedāja. my people go. Вчера пели так вместе. Vakar tā Отпусти kopā народ. dziedāja. Куда этот Мойша Kur tas делся? Mozus tur aizķēries? Объясните мне этот феномен. Paskaidrojiet man šo fenomenu. Собрали золото, Savāca собрали zeltu, серебро savāca sudrabu и вылили un izlēja золотого тельца. šo zelta teļu. Откуда такое kurienes? ювелирная Tāda juvelieru способность? Тебе сейчас spējas. дай тонну Tev этого iedod tagad золота. Ты чё, Zelta ты tonu, ko tu ar to даже iesāci? латвийского кошака бы не сделал оттуда. А здесь, Bet te откуда у вас Ну, в голове kurienes и в сердце это идолопоклонство cilvēku так galvās сидит, un sirdīs что вы не bija только tāda elgdevība, визуализируете. lai viņi vizualizētu, Они взяли и сделали. bet viņi ņēma un И что они uztaisīja. сказали? Un ko viņi teica? Они говорят, вот Бог, Lūk, Dievs, который нас вывел kas из Египта. izveda mūs no Eģiptes. Господь говорит, вы что, Dievs saka, jūs ko? очумели, что ли? Esat kaut ko Это вот этот prātā козел творил sajūtuši? чудеса, что ли? Šis āzis ir darījis Друзья, вы brīnums. даже не представляете, Jūs а pat что в башке nestādāties у народа priekšā, должно kas было происходить, cilvēkiem galvās если они bija стали jānotiek, поклоняться. lai viņi sāktu pielūgt, Храни нас Бог. Потому lai что Dievs mūs pasargā. Jo подобный этот демонический феномен повторился līdzīgs через demoniskais тысячелетия. fenomens notika pēc 1000 gadiem, Христос пришел в Израиль kad Kristus atnāca и Izrēlā. говорит, пророки saka, писали об этом. Pravieši rakstīja par to, Я пришел как Es Мессия, atnācu kā обещанный пророками. kurš bija Кто solīts ты ar такой? praviešiem. После первого же дня его хотели, Pēc pirmās dienas Убить. viņu gribēja nogalināt. а когда Пилат Bet, kad Pilāts уже пытался стать его адвокатом, jau mēģināja Игорь, kļūt par царя viņa ли advokātu вашего šo распну? ķēniņu priekšā, что кричал израильский народ? ko kliedza Вспомните, а? Izraēla tauta. Они говорят, Viņi нам saka, не нужен сверхъестественный nevajag Бог в лице pārdabiskais Иисуса. Dievs, Jēzus Нам нужна обожествленная tēlā. тварь. Mums И нет vajag у нас царя, Dieva godā celta кроме radība. Кесаря. Un nav mums ķēniņi, izņemot Боже, ķēzars. как это оскорбляет Kā tas нашего aizvaino Бога. И как mūsu легко Dievu. Un cik может в viegli наше сознание mūsu prātā прийти это var
заблуждения и šie обольщения. maldi. Итак, уважаемые Un друзья, tā, cienījamie draugi, обожествление творения, radības упразднение celšana Dieva Творца, godā un radītāja война noniecināšana продолжается до karš сих пор. turpinās. Кому мы joprojām. будем поклоняться Ko mēs pielūgsim и кому служить? un kam kalposim? Живому Богу Dzīvajam Dievam или так называемым vai tā богам? saucamajiem dieviem? Сидрах, Месах и Авдинага Sedraks, Mesaks un отказались Abednego поклоняться atteicās pielūgt так называемым богам. tā saucamajiem И dieviem. говорят, мы знаем, кому мы поклоняемся. Viņi saka, mēs zinām, ko mēs pielūdzam. Оказывается, Bet izrādās, поклоняться и служить живому Богу pielūgt un в течение kalpot всей истории dzīvajam было Dievam преступлением visas vēstures государственным. laikā ir bijis valsts Не просто noziegums, разнообразие религиозное. ne vienkārši И мы должны reliģioza платить цену. atšķirība. Un bija Как эти jāmaksā Сидрах, cena, Месах и kā Авдинага. šis Sedraks, Они Mesaks говорят, un мы не Abednego. будем упразднять Viņi Творца saka, mēs и обожествлять nenoniecināsim вот этого radītāju un necelsim Dievu великого godā šo царя. Итак, ķēniņu. Un tā, как много сегодня cik daudz у дьявола šodien попыток ir mēģinājumu перенести акцент с живого и великого Бога novērst akcentu на no dzīvā Dieva второстепенные uz otršķirībām, материальные materiālām, ценности, которые vērtībām, обожествлены. kurām tiek в их piešķirts сознании. Dieva gods cilvēku Итак, prātos. помните? Un tā Павел atcerieties, проповедует в Ефесе. Pāvels sludina Efezā, И идолопоклонники говорят, нет, un elka dievji saka, нам nē, ваш Бог не нужен. mums nevajag jūsu Dievu. Творец, который Radītājs, послал сына. kurš ir sūtījis Велика dēlu, Артемида Ефеская. Велика Артемида Ефеская. Varanera Efezas Поймите, Artemīda. друзья, это не Saprotiet, draugi, теоретическая война, tā nav а это война teorētisks, tas nav практическая. teorētisks karš, tas ir praktisks karš. Велика Артемида Ефеская. Кто такая Varanera Артемида? Artemīdas, Очередной идол. Efezas Artemīda. Богиня Kārtējais плодородия. Как раз вот эти Артемида ефесские богини Артемиды, это спутали, вот Артемида праздник Зверета. Пасхи будет. Drīz Там būs, языческие lieldienas все svētki. символы, фалос Tur и šie два яйца. Это была языческая жертва, Tā bija языческий ритуал pagānu- для плодородия. Поэтому, когда Пасха, не pagānu вздумайте, dieviete un pagānu это rituāls. отвратительное, мерзкое зрелище устраивать на своем столе. Извини, я уже завелся. Предпасхальное настроение. Скажи, чтобы яйца никто не Pirms красил. lieldienu noskaņojums. Un pasaka, lai olas neviens nekrāso. Елки, да? Да. Olas. Ола. Короче, мацола. Поэтому, пожалуйста, Tāpēc lūdzu, война Šis между karš живым Богом и этими starp dzīvo Dievu un лжебогами šiem продолжается до viltus сегодняшнего dieviem дня. turpinās arī šodien. Итак, уважаемые друзья, Un tā, cienījamie мы подходим draugi, уже к финишу. mēs Матфея tuvojamies 6. finišam. Матфея Mateja 6. 6. Один из лжебогов Viens no viltus dieviem, или так называемых богов, vai tā saucamajiem или, как dieviem, мы сейчас говорим, идолов, является Мамона. Ir Mamona. И мы сейчас подходим как раз к этому Un tagad mēs проявлению. nonākam pie šīs lietas. Матфея 6, Mateja 6, 19, 21, 24. 19, 21 un 24. Не собирайте себе сокровища на Un, земле, ja где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают. nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūsas tās maitā, Собирайте себе un kur сокровища на zagļi небесах, rok un zog, bet krājiet sev mantas где никто debesīs, не kur ne kodas, истребляет ne и rūsas не tās nemaitā, украдут. un kur zagļi nerok un nezog. Ибо где сокровище ваше, Jo там kur ir будет и tava сердце. manta, tur būs arī tava sirds. И никто не может служить двум господам. Un neviens nevar kalpot diviem kungiem. Ибо или одного будет ненавидеть, Vai viņš другого vienu любить, ienīdīs un otru или mīlēs, одному станет усердствовать, ja а о viņš другом не vienam родить. pieķersies un otru atmetīs. Не можете служить Богу Jūs и мамоне. nevarat kalpot Dievam un mantai. Вот яркое выражение Lūk, spilgts piemērs конфронтации šai между konfrontācijai обожествленным творением starp Dieva godā celtu и radību великим Творцом. un vareno radītāju. Итак, Un tā, так называемый Бог tas Мамона saucamais Dievs Mamona – это самый популярный идол, ir которому vispopulārākais служит elks, мир. kam kalpo pasaule. Несколько определений. Dažas definīcijas. Безудержная страсть к накоплению. Neapturama kaisla pret uzkrāšanu. Когда я смотрю на наше Kad es продажное, skatos uz mūsu pērkamajiem
коррумпированное правительство, сколько вы уже нарубили во время пандемии, а? У меня все вспоминается та койка, которая 660 тысяч стоила, а? Дай бы этого министра здравоохранения на эту койку бы положил и туда куда-нибудь. В места не столь отдаленные. Сколько награбили, а? Уже 100 миллионов. Мало. Мне еще 20 миллионов. Ты за свою сознательную жизнь столько денег не израсходуешь, сколько ты накопил. Понимаете, что такое мамона? Это безудержная страсть к накоплению. Дальше это обогащение и процветание за счет других. Другими словами, это коррупция, как система различных манипуляций и махинаций. Мамона развращает, вселяя мысль, что если у тебя есть деньги, вседозволенность, безнаказанность тебе обеспечена. Мамона, в чем ее самое страшное? Опасность. Мамона разрушает авторитет живого Бога, провозглашая в сознании людей свои приоритеты. Какие же они? Все покупается, все продается, включая совесть, достоинство и честь. Злобный Аман притащил 2 чемодана денег. Артаксеркс говорит, давай подпишем закон, чтобы всех евреев уничтожить. Все покупается, и все продается. Не менее злобный Иуда принес фарисеям 30 за 30 серебряников. Он продал Иисуса Христа. А кто-то дар Божий за эти деньги. Мамона – это власть денег. И я уже молчу, что прощение грехов превратили в бизнес где-то под названием индульгенция. А кто-то зарабатывал деньги во время псевдопандемии. А кому-то платили где-то 700 миллионов, чтобы ратифицировали Стамбульскую конвенцию. Господи, какая отвратительная система. Когда Бога отодвигают в сторону, и Мамона начинает диктовать. Итак, Второзаконие 8, 18, 19. Подходим к финансовому вопросу. Но чтобы ты помнил Господа Бога твоего, потому что не Мамона, а Бог дает тебе силу, мудрость приобретать богатство. Кто тебе дает мудрость? Не просто быть депутатом, сидеть, получать деньги, нажимать кнопки или стать частью этой продажной системы. Запомните, даже если ты там, ты должен быть как Божий агент, как Иосиф, у которого были дары Святого Духа, во-первых, а во-вторых, ему Господь дал эту величайшую позицию. Итак, антимамона. Бог дает силу приобретать богатство. Для чего? Чтобы исполнить завет Его. Дальше, если же забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, ну где без них не обходится? И тогда боги, и сегодня, и во веки веков. Запомните, языческое многобожие – это не раритет прошлого, это авторитет сегодняшнего. И следи за тем, чтобы эта мамона тебя не поглотила. Итак, они поклонялись и служили твари вместо Творца.
так radītāja называемым vietā, лживым богам. tā saucamiem viltus Поэтому они dieviem, погибли. tāpēc viņi gāja bojā. А я и дом мой, Bet es un mans мы будем nams, поклоняться Господу mēs pielūgsim to и Ему kungu одному служить. un viņam kalposim, Ибо только Он jo tikai viņš имеет намерение о нас, zina nodomus par mums, намерение во благо, nodomus, а kas не ir на labi зло, par labu mums, чтобы nevis par дать ļaunu, нам будущность lai dotu mums и nākotni надежду. un cerību. Тем более, что все Vēl золото jau vairāk, и ka серебро viss zelts un viss принадлежит sudrabs Господу. pieder tam kungam. Служение Мамоны однажды Kalpošana mamonai разочарует reiz всех pievils продажных, всех visus проданных и pērkamos vai купленных pirktos служителей, kalpotājus, а служение Богу, bet kalpošana оно tam kungam возвеличит и viņa прославит Божий paaugstinās народ. un cels Маэстро, godā. ты можешь уже выходить. Читаем Малахия 3, 8, 12. Lasam Maleahiju. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Vai ir A вы pareizi, ka обкрадываете cilvēks меня? krāpj Dievu? Скажите, чем Kā мы jūs mani обкрадываем krājat? тебя? Un jūs sakāt, kā tad mēs tevi Десятиной и krāpjam приношением. ar 10. tiesu un Вот здесь labprātīgiem как раз мы upuriem? видим Šeit mēs столкновение redzam šo sadursmi служения живому Богу starp kalpošanu dzīvajam и Dievam мамоне. un mamonai. Мамона будет говорить, зачем Mamona ты iznāk un тащишь saka, деньги в kam церковь? tu stiep Что naudu uz вы туда draugu? их тащите? Ko tu tur Бред stiep to какой-то. naudu? Лучше вкладывайте вот сюда, Liec сюда. viņu tur un И šur. Бог говорит, кому вы Bet отдаете Dievs saka, kam предпочтение? jūs atdodat priekšroku? Он говорит, проклятием вы прокляты, Ar служители lāstu jūs Мамоны, esat, потому apkrauti что весь Mamonas народ kalpotāji, jo visa в tauta, попытках заработка mēģinot nopelnīt, обкрадывает меня. apzog Dievu. И дальше он говорит, Un tālāk viņš saka, принесите все десятины, bet atnesiet katru dom savu хранилища, desmito tiesu чтобы pilnā в vērtībā моем manā доме klētī tā, была lai пища, arī manā и mājā хотя бы в būtu этом испытайте barība. меня, Un pārbaudiet tad mani šeit говорит ziņā, Господь Саваоф. saka tas kungs Cebauts. Если вы служите живому Богу, Ja es kalpoju который есть dzīvajam хозяин Dievam, всего мира, kurš ir visas pasaules у него saimnieks, есть viņam рычаги ir влияния со всех un сторон. iespējas visās pusēs. Не открою ли я для вас Vai отверстий es небесных arī neatvēršu и не debesu изолью ли на вас un nelikšu svētībai благословения par tiem до pārpilnībā nolīt pār jums. для вас запрещу Un es padzīšu пожирающим jums истреблять у вас palīdzēdams плоды rīnīgo земные, potītāju kukaini no jūsu labības и laukiem, виноградная lai лоза viņš tos не neizposta, лишится. un lai koks jūsu vīnu dārzā Plodā. jums nebūtu neauglīgs. И в чем же зло Мамонны? Un kur tad slēpjas mamonas В ļaunums? чем же зло Kur Мамонны, slēpjas mamonas ļaunums? которая суть так называемые идолы Kas или ir лживые tā боги? saucamie elki vai viltus dievi? Мамона, Mamona обесценивая авторитет Творца, noniecina radītāja обкрадывает Бога autoritāti, apzog Dievu и обрекает церковь на рабство и un нищету. nolemj draudzēji nabadzību un verdzību. Единственная возможность избежать Vienīgais veids, kā izvairīties наказания и адских No. глубин soda un Это elles dziļumiem, Его Слово, ir viņa vārds, это Его личная встреча с нами, ir personīga tikšanās, это ar помазание viņu. Святого Духа. tā ir svētā gara svaidījums. А наша десятина Un mūsu desmitā есть не tiesa что иное, как ядерное оружие ir nekas cits kā против демонического ierocis pret влияния demonisko Мамоны. mamonas ietekmi. Наши проекты Mūsu projekti есть не что иное, ir nekas cits как Евангелие Царства. kā valstības Сколько evaņģēlijas. людей приходили ко мне, Cik cilvēki ir nākuši pie говорят, manis Алексей, ты сколько un teikuši, заработал вот Aleksej, на этом cik tu esi проекте? nopelnījis ar šo projektu? А сколько ты заработал на Un том cik tu проекте? nopelnīji ar to projektu? А у меня ответ. Bet man ir atbilde. Я отношусь к категории тех людей, Esmu to cilvēku о которых kategorijā, говорят, par kuriem saka, рожденный тратить. tas, kurš ir Копить dzimis, не lai может. tērētu, nevar И почему-то все krāt. улыбаются. Un visi А smaida. именно в этом, Bet казалось tieši бы, tajā объяснении суть нашего служения ir mūsu великому kalpošanas Богу. jēga Да, dzīvajam мы не Dievam. совсем рассчитались за Jā, этот проект. Ne visiem esam, Но мы со ar всеми visiem уже esam договорились. norēķinājušies par šo И projektu. Бог Bet никогда Dievs nekad нас не посрамлял. mūs nav Господь apkaunojis. никогда не посрамит. Tas kungs nekad mūs надеющихся neapkaunos. на Arī Него. šajā gadījumā. Итак, подытожим Un tā вышесказанное. savilksim iepriekš teikto.
Они поклонялись Viņi и pielūdza служили твари un вместо kalpoja Творца. radījumam, radītāja vietā. А кому же мы сегодня Bet kam поклоняемся и служим? šodien kalpojam un ko pielūdzam mēs? Постараемся ответить на этот вопрос. Pacentīsimies atbildēt uz šo jautājumu. Служить и поклоняться твари Kalpot un Вместо pielūgt Творца radījumu radītāja vietā. – это воля дьявола. Tā ir vēlna. Это идея Нодос. возгордившегося Tā ir šī Херувима. lepnumā iekarsušā, kritušā ķeruba doma. Христоцентризм и теократический порядок Kristuscentrisms un teokrātiskā kārtība. – это как раз противоядие Tā ir pretinde против этого лжеучения, pret šo viltus mācību, который обожествляет тварь kur paredzēts И Dieva godā упраздняет celt авторитет radību Творца. un noniecināt radītāju. Берегитесь мамоны, Sargājiet потому sevi что no мамон – mamonas, это самый популярный jo идол mamona ir vispopulārākais даже augs на территории современной церквей. pat šodienas draudžu teritorijās. Десятина Ветхий Завет. Desmitā Богу не нужны tiesa деньги, ir можно vecā все, можно derība, брить. А зачем тогда их копишь, bet priekš kam tad tu to собираешь? krāji? Не буду даже тратить время на это. Netērēšu laiku Мамона, priekš tā. обесценивая авторитет Творца Mamona noniecina radītāju Apkrādājot Bogu autoritāti, apzog и Dievu обрекает церковь un на pakļauj рабство и draudzi нищету. verdzībai un nabadzībai. Но те, кто служит живому Богу, Tie, kas kalpo понимают, dzīvajam Dievam, что saprot, десятина ka разрушает desmitā tiesa власть этих Саграуj. лжебогов, šo viltus в Dievu частности, varu, проклятие Мамоны, Mamonas ietekmi и восстанавливает стандарты Царства un Божьего. atjauno debesu и valstības авторитет standartus Творца. un radītāju autoritāti. Ибо хотя и есть так называемые боги вокруг нас, Pat ja ir šie tā saucamie dievi ap mums, но у нас один bet mums Бог ir Отец, viens Dievs Tēvs, из которого no kura все, viss, и мы для Него, un mēs priekš viņa, и один Господь Иисус un viens Христос, kungs Jēzus Kristus, которым все, caur kuru viss, и мы им. un mēs viņā. Если они Ja viņi служили и поклонялись kalpoja un твари вместо pielūdza Творца, radībai, radītāja мы vietā, выбираем сегодня mēs izvēlamies šodien альтернативную позицию, pretējo pozīciju, которую можно сформулировать ko var очень просто. noformulēt ļoti А vienkārši. я Bet и es дом мой, un mans nams, мы будем служить mēs kalposim Господу. tam kungam. Давайте закроем глаза Aizvērsim acis и помолимся, un palūksim, чтобы это послание lai šī vēsts могло раствориться varētu верою izšķīst ticībā в наших сердцах. mūsu sirdīs. Эрбалир кун марилер гуталабаха. Албариламбро шакар тафаль курилебри лабор гоми аргум манделери занда. Господь, разруши всякое идолопоклонство в нашем Debes Tēvs мышлении. sagrauj visu algdievību mūsu domāšanā. Всякие надежды на материальных Visas авторитетов cerības пусть uz рухнут. materiālām vērtībām, lai sabrūk. Боже, помоги нам Dievs сконцентрировать, palīdzi mums Svojo sakoncentrēt upovание, savu paļaušanos, сконцентрировать свою веру. savu Только на Тебя. sakoncentrēt savu ticību tikai uz Лучше Tevi. уповать на Господа, Labāk paļauties uz to kungu, чем надеяться на человека. nekā cerēt uz cilvēkiem. Разрушь Sagrauj проклятие Мамоны mamonas в lauku сознании и в наших сердцах. mūsu sirdīs un domāšanā. Дай нам видеть Dod источник mums нашей redzēt защиты mūsu drošības и avotu, источник нашего процветания mūsu labklājības только в avotu. лице Иисуса Tikai Христа. Jēzus Kristus personā. Кель барило гроджале лембро глетала брабая. Камбре джибле кротали реврошали ла. Алабра макиркето лебре джали ла гротала ба. Аллилуйя. Давайте возьмем свои Aleluja. десятины. Paņemsim savas desmitās tiesas, Давайте возьмем свои приношения. paņemsim savus pienesumus, И пусть это будет знак un lai того, tas būtu zīme tam, что мы служим ka великому mēs живому Богу. kalpojam varenajam un dzīvajam Dievam. Потому что жертва Tāpēc, ka upuris показывает parāda наши отношения. mūsu attieksmi. Ты будешь вкладывать туда, Tu ieguldīsi что тебе больше tur, приносит удовлетворение. kur tu saņem visvairāk И сегодня мы gandarījumu. говорим, Господь, Ты Šodien номер mēs один, sakām, kungs, tu Ты esi начало, sākums, Ты конец, tu esi beigas, Ты первый tu и pirmā, tu esi последний. pirmais un pēdējais. Ты есть путь, истина Tu и esi жизнь. ceļš, patiesība un dzīvība. И пусть власть так называемых Un богов lai
и авторитет идолов рухнет в сознании, и пусть христоцентризм и теократический порядок будет в основе нашего менталитета. Поднимите, пожалуйста, свои приношения, свои десятины, и давайте помолимся. Господь, Ты сказал, принесите все десятины. И мы приносим все десятины в дом Твой. Ты сказал, испытайте меня хотя бы в этом. Мы не раз испытывали это. И до сегодняшнего дня Ты сохранил. Ты благословил, и Ты никогда не посрамил. Мы не знаем, что ждет нас завтра и послезавтра, но мы своими жертвами и десятинами прокладываем путь в наше благословенное будущее. Прими, Господь, эти жертвы, и пусть блаженными нас будут называть народы. Запрети всем пожирающим прикасаться к нам и посрами всех ненавидящих. Да явится слава Твоя, да явится Царствие Твое на этой земле и в наших судьбах во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, пустите сокровищницу по залу. И мы в состоянии молитвы и благодарности будем жертвовать. Имя выше всех имен, всей хвалы достоин Он. Сердце вновь поет, наш Бог так велик. Имя выше всех имен, всей хвалы достоин Он. Сердце вновь поет, наш Бог так велик. Имя выше всех имен, всей хвалы достоин Он. Сердце вновь поет, наш Бог так велик. Наш Бог так велик. Мы поем, наш Бог так велик. Выше всех наш Бог так Аллилуйя.
И так как они, познавши Бога, прославили Его как Бога и не осуетились в умствованиях своих, Господь их благословил. tad Dievs viņus Да будет svētīs. это так. Lai tas tā Давайте būtu. прострем руки. Izstiepsim savas rokas. Господь, благодарим Тебя Kungs, pateicamies за то, Tev что Ты великий par Бог. to, ka Tu esi varenais Dievs. Благодарим Тебя, Mēs pateicamies что все Tevi, обетования в Нем. ka visas svētības Да и Tevi, аминь. visi apsolījumi ir Благодарим jaunā. Тебя за это Mēs зрелое pateicam послание. Tevi par šo для зрелой zrelušu церкви. cilvēku vēsti. И в это кошмарное Un время, šajā šausmīgajā laikā, когда свирепствует это kad, демоническое šīs идолопоклонство demoniskā elgdievība в современном мире, Господь, мы идем только к Тебе. mēs ejam tikai pie Tevis. И Твое имя превыше всех Tavs имен. vārds ir augstāk par И visiem перед vārdiem. этим именем Un šī пусть vārda преклонится priekšā, всякое lai колено. liecas katrs celis. Благодарим Тебя за эти Pateicam десятины. Tevi par šīm Ты 10 обещал reizēm. открыть Tu небо. apsolīji atvērt Ты обещал debesis. благословить Tu нас apsolīji svētīt mūs. и говорить, испытайте хотя бы в этом. Un Да будет teici, это pārbaudiet благословение kaut tajā. в судьбе каждого, кто уповает и приносит эти десятины. Все проблемы, которые здесь есть, да будут решены. И пусть благодать Твоя пребывает с нами во имя Иисуса. Благослови Валентину, за которую мы молились. Господь, пусть благополучно она выйдет из этой долины. Пусть, Господь, восстановится здоровье. И пусть благодать Твоя будет с нею и со всеми, кто имеет сегодня подобную нужду. Благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Амин, амин, амин. Воздайте Господу великую славу.